Дорогие друзья, спасибо за приглашение участвовать в расширенном заседании нашего первого президента, то есть министерства. Говорил я, очень признателен вам, что все же быстро время летит, уже 30 лет. Вот. Конечно, есть что вам подвести итоги, какие успехи и так далее, но если время занимать долго, об этом не буду говорить, достаточно товарищи высказались по этой проблеме и выскажутся члены коллегии и так далее. Первое, я хочу искренне поблагодарить всех поколений, ребят и девчат, которые впервые в нашей республике занимали должности Министерства внешних связей. И самое главное, очень честно, преданно, патриотично за все это время они поработали. Вот я искренне благодарен за это. Конечно, перечислять, по всей видимости, министр будет, какие успехи. Но я хотел бы акцентировать в будущем, на что следовало бы обратить внимание. Первая республика выиграла конкурс научно-образовательный центр мирового уровня. Это, с одной стороны, большое признание, с другой стороны, громаднейшая ответственность. Вот это звание, научно-образовательный центр мирового уровня, вечно не дается. А вот как я знаю, и вы знаете, наверное, в довольно таких жестких условиях будут ротироваться. Поэтому, если мы не проявим настойчивость раскрыть свой талант и ум, что-то предложит именно мирового уровня, то мы можем потерять это звание, это предложение. Это недопустимо. В связи с этим я вспоминаю в 2019 году, когда у нас в республике был Северный форум, заседал Северный форум, я внес предложение министерству. Необходимо нам создать платформу Арктический научный форум школьников и молодежи в научно-технической сфере. Вот как раз научно-образовательному центру у нас сегодня не хватает именно этого звена. Именно научные, современные подходы, носителем которой является, безусловно, молодежь. Поэтому на этот вопрос следовало бы вернуться и узаконить, и вести организационную работу, и в недалеком будущем провести его заседание. Именно на севере Арктики расположена Швеция, где находится Нобелевский комитет, где все лауреаты признают все научные работы высокого класса при получении звания лауреатов Нобелевской премии, именно регистрируется там. И во главе именно Нобелевского комитета провести бы вот этот научный форум.
ее сделать постоянным. Площадка должна быть, конечно, у инициаторов в Якутии. И вот сочетание научно-образовательным центром мирового уровня и создание Арктического научного форума школьников и молодежи довольно хороший был бы, мы ожидали бы хороший результат. Второе, в том же форуме я предложил создать виртуальный университет Север-Юг. Сегодняшний университет, он север-север. То есть северные регионы должны помогать себе, северу. Но я считаю, это достаточно. Наука интернациональная, не зависит, где это происходит. Азии, Африке, Латинской Америке и так далее. Наука, она интернациональная. Вот поэтому этот вопрос следовало бы тоже сегодняшнему коллеге записать и рассмотреть и реализовать. Следующие вопросы какие? На мой взгляд, по протаренной дороге идти можно, но расширять эту дорогу надо. Я имею в виду тяжелейшие вопросы, которые испытывает и продолжительное время республика не решает. Пусть бедность, пусть здоровье нации, следовало бы министерству изучить и соответствующими министерствами выйти по борьбе с бедностью Министерства Международной организации труда. Ведь эти организации чем сильны? У них громадный опыт накоплен со всего мира. И мы не должны время терять, искать приемлемые в наших условиях. Они уже есть, пользуются, тем более северные государства достаточно зажиточные. Я по роду службы в свое время объездил не раз по всем странам Арктического региона. Их не так уж много, но всех объездил не раз. И видел, для них это не проблема. Будь Исландия, будь Дания, будь Гренландия и так далее. Не говоря о скандинавских странах. И поэтому нам выйти все же Министерством труда и социального обеспечения, вот эти международные организации, посмотреть, изучить опыт работы, предложить свои варианты. Они должны выступать экспертами, насколько мы правильно подходим, насколько мы эффективно используем финансовые ресурсы именно по борьбе с бедностью. Следующее – это Международная организация здравоохранения. Сам Бог велел, арктическая медицина, она специфичная, очень специфичная. С другой стороны, в арктических странах продолжительность жизни самая большая в мире. Вот парадокс, кроме нас. Поэтому по тем проблемам, которые сегодня ставит глава республики Айсет Сергеевич, надо было подкрепить и международным опытом, а для этого министерство наше должна проторить именно тропинку, дорогу этим международным организациям с целью именно, чтобы они выступили экспертами по нашей проводимой работе. Насколько мы эффективны, насколько у нас достаточные меры принимаются. Следующий вопрос – это кадровая политика министерства. Она всегда затрагивала, потому что сегодняшний работник Министерства внешних связей, он довольно-таки
разносторонне развитым человеком должен быть. В нашем университете он хорошие знания получает языковую. Мы нисколько не уступаем и перевода. И все это перекинулось сегодня в школы. Школьники, очень преобладающее большинство, очень хорошо начали владеть. И это видно и по поступаемости, и по конкурсу занимаемых местах. И вот тот конкурс, который вы проводите под названием «Молодой дипломат», по-моему, так, тоже способствует к этому. Но с другой стороны, где они, наши ребята? Почему в внешней сфере не работает? Почему посольство, консульство? То есть я посчитал где-то 4-5 человека. Но 30 лет тому назад никого вообще по мире не было. Сегодня вот 4-5 человек, насколько я вот знаю, ребят, занимается именно дипломатической работе, именно по внешним связям. Я имею в виду Ощепкова, который является консулом Китайской Народной Республики, и Максимова, который является председателем торгпредставительства. Так, и несколько девушек, которые в тех или иных посольствах работают. Это мало, говорил. Поэтому этот вопрос, конечно, под силу только министру, главе администрации, главе республики, поэтому целенаправленно подготовить и посылать наших способнейших ребят именно дипломатические работы, именно экономической сфере работы. Вот. Якутия, по численности якутов мало, но по способностям каждый, понимаете, второй талантливый. Именно это особенность. И последнее. Этой комиссии по делам ЮНЕСКО. Провести фестивали шедевров ЮНЕСКО и так далее можно. Но ЮНЕСКО мы не подключили по науке, по делам науки. У нас с ЮНЕСКО практически связи нету. Хороших, устойчивых и плановых связей. Дальше по образованию. Коллеги надо было специально рассмотреть, так, поскольку эту комиссию возглавляет, насколько я знаю, глава республики Азизат Сергеевич. И я могу подсказать вот те направления, которые очень нужны для республики. Я еще раз призываю всех, мы по-новому должны посмотреть на развитие науки, на состояние науки. Именно с точки зрения, с одной стороны, самолаживания, с другой стороны, новые имена появились в этом направлении. И появились новые направления в научном поприще. Нельзя десятилетиями сидеть над одним и тем же вопросом и говорить, что мы занимаемся наукой. Сегодня наука такой, аморфный, что ли, характер. Раньше, если делили классические фундаментальные науки, прикладные науки, сегодня такого понятия практически нету, не становится, так? Она становится в симбиозе, выступает. И выступает именно в прорывных направлениях. Пусть биотехнология, генетика, понимаете, клеточная технология, искусственный интеллект и так далее и тому прочее. Вот, поэтому те задумки, те задатки, которые есть у нас в республике, начатые в 90-х годах, их оживить. И во всем этом
должна быть инициатива работника Министерства внешней связи. И самое последнее, вам поручено межнациональные отношения. Я думаю, в межнациональных отношениях у нас спокойно. Испокон веков якут с русским жил в мире и согласии. Вот на это я прошу обратить внимание в будущем своей деятельности. Спасибо, успехов,